Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir Avropa siyasi birliğinin tədbirlərinin spesifikası ondan ibarətdir ki, Специфика мероприятий Европейского политического сообщества заключается в том, что там предусмотрено представительство на различных уровнях. Однако участие в этих мероприятиях осуществляется только на уровне главы государства, то есть сам формат выстроен именно таким образом. Как я уже отмечал ранее, по имеющейся у меня информации, в весьма плотном графике и календаре уважаемого президента на май в настоящее время такая поездка не предусмотрена. Тем не менее, более точную информацию, разумеется, можно получить в администрации президента, в протокольной службе уважаемого президента. protokol xidmətindən daha dəqiq məlumatı əldə etmək mümkündür. «34 года назад в рамках Карабахского конфликта произошло одно из самых страшных событий в истории Азербайджана – Ходжалинская трагедия. Сегодня в Москве вспоминали эту трагическую дату, унесшую жизни сотен людей. Портал «Москва-Баку» посетил мероприятие. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские формирования захватили город Ходжалы в Карабахе. Мирные жители попытались уйти из города, но по ним открыли массированный огонь. В результате погибли более 600 мирных жителей, среди которых 106 женщин, 70 людей пожилого возраста, 63 ребенка, 155 человек пропали без вести. Более 1000 азербайджанцев были взяты в плен. Эти кровавые страницы в истории азербайджанского народа сегодня вспоминали азербайджанцы по всему миру, в том числе и в Москве. Посольство Азербайджана, где прошел памятный вечер, посвященный Ходжалинской трагедии. Многие страны мира признали Ходжалинскую трагедию преступлением против человечества. Сегодня боль Азербайджана, с ним разделили его друзья. Отдать дань памяти в посольство пришли представители российской общественности, а также представители азербайджанской диаспоры и молодежь. Гости почтили минутой молчания жертв Ходжалинского геноцида. В холле посольства был установлен мемориальный стенд с фотографиями жертв Ходжалы, куда на протяжении всего мероприятия участники возлагали цветы. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в своем вступительном слове назвал события в Ходжалы чудовищным преступлением и незаживающей раной, о которой помнят и в Азербайджане, и в России, и во многих странах мира. В мае 2008 года по инициативе вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Ханум Алиевой была инициирована международная кампания «Справедливость для Ходжалы». Эта кампания прошла и до сих пор проходит во многих странах мира. В ней принимали участие наши дипломаты, общественные деятели, парламентарии, молодежь, азербайджанцы, живущие за рубежом. За период с 2010 по 2024 год около 20 стран мира на уровне правительств и парламентов приняли различные резолюции, решения, в которых эти события квалифицируют как преступление против человечности и массовые казни, массовый террор. Азербайджанская молодежь рассказала, как они проводят кампанию «Справедливость Ходжалы». Также в этот вечер звучали авторские стихи в исполнении представителей российского культурного сообщества. Не снег, а тишина лежит пластами. И ночь черна, без права на зарю. Здесь время остановлено шагами ушедших навсегда в сырую мглу. Здесь детский вдох, сорвавшийся на крик. Здесь звезды будто выстрелом пробитые. Здесь Ходжалы, чей ужас многолик и нервы вечной болью перешиты. Здесь было утро, хлеб и чей-то дом, тепло ладоней, голос, свет покоя. И мир казался прочным день за днем, не знающим прицела за спиною. Здесь смерть была бесстыдна и внезапна, как нож, вошедший в память целиком. Без мифов, без абстракций, без театра, лицом к лицу, врывающимся злом. В завершении вечера состоялся показ документального фильма о деятельности Азербайджанского агентства по разминированию.
Оккупация азербайджанских территорий Арменией оказала разрушительное воздействие на наше культурное наследие. Об этом на международной научной конференции на тему «Роль Конвенции ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения» заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов. Министр подчеркнул, что в ходе мониторинга, проведенного на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, было выявлено, что памятники культурного наследия преднамеренно уничтожались, а ряд исторических памятников намеренно изменен. Свидетелями этого также стали представители международных организаций, побывавшие в Карабахе, добавил Анар Керимов. Министр отметил, что после освобождения своих территорий Азербайджан неоднократно приглашал ЮНЕСКО отправить в Карабах миссию. Однако этот визит так и не состоялся. Это было негативно принято в стране, и это большой урон репутации ЮНЕСКО. «Я еще раз хочу призвать ЮНЕСКО к выполнению своего мандата», — заявил он. Город огня, ветра, нефти, газа, небоскребов, машин, ночной жизни и очень вкусной еды. И все это столица Азербайджана. Добро пожаловать в Баку. Город вечного огня и вечных пробок, потрясающих современных проектов и сомнительных градостроительных решений. Мы с вами узнаем историю Баку, погуляем не только по старому городу, но и погрузимся в мир золотого времени, когда бакинская нефть составляла больше половины мировой добычи. Сюда инвестировали Ротшильды и Нобели, а владельцы заводов сколачивали огромные состояния. И, конечно, все это напрямую отражалось на развитии города. Только вдумайтесь, за 63 года население Баку увеличилось в 33 раза. Разумеется, в основном это происходило за счет рабочего класса. Но здесь жили и нефтяные магнаты, которые развивали город, строили больницы, школы, проводили коммуникации и заказывали дворцы на европейский манер. Именно поэтому в конце 19 века Баку стали называть Кавказским Парижем. И вот сейчас внимательно посмотрите на этот кадр. А теперь на это. И скажите, какой из них я сделал в Париже, а какой в Азербайджане? Даем на это пару секунд. Так вот, все эти кадры я сделал в Баку. А вот это уже и правда Париж. Ну, согласитесь, отличить это и правда не так уж и просто. И вы удивитесь, но сейчас я вам показал пример современной архитектуры. Да, эти здания были построены всего 10 лет назад. Дело в том, что в Баку в наши дни ведутся активные строительные работы. В этом выпуске мы увидим почти все знаковые проекты и обсудим, насколько они успешны. Тут, как говорится, не все так однозначно. В общем, приглашаю вас к полноценному знакомству со столицей Азербайджана. И чтобы этот опыт оказался позитивным, нужно помнить главные правила. В Баку важно общаться с местными, улыбаться и быть в хорошей компании. В последние годы город сильно меняется и постепенно становится популярным направлением для туризма. Здесь проходят концерты мировых звезд, сюда приезжают за вкусной едой и атмосферой старого города, а многие после Евровидения узнали про современный Баку. Разумеется, первое, что видят туристы в новой стране, это здание аэропорта. И оно здесь на высшем уровне. Просторно, удобно и очень стильно. Добраться до центра города можно на экспресс-автобусе. Он довезет вас до станции 28 мая. Но мой вам совет – смело берите такси. В Баку это очень дешево, но только если пользоваться приложением, потому что обычное такси до города будет стоить примерно 20 манатов, а приложений всего 5. Поэтому, когда вы ходите из аэропорта, сразу меняете деньги, примерно 10-15 долларов, и затем в самом аэропорту есть Wi-Fi, и вы заказываете такси. Есть Uber, Bolt и Yango. По сути, это Яндекс.Го, он самый дешевый, сейчас уже самый популярный, поэтому смело берите его.
Но будьте готовы к тому, что здесь водят немного по-особенному. В редкие моменты, когда водитель ничем не будет занят, он даже будет смотреть на дорогу. Но такое встречается нечасто. Дело в том, что, скорее всего, таксист будет общаться с вами, рассказывать про город, показывать свои фото, ну или обращать внимание на новые небоскребы. Потому что улица, по которой вы поедете, сразу начнет вам рассказывать про современный Баку. Сначала Олимпийский стадион. Вечером он смотрится особенно эффектно. Затем высотка, принадлежащая нефтяному фонду. Далее самое высокое здание страны. 277 метров офисных помещений. Правда, выглядит довольно сомнительно. Затем еще множество самых разных высоток. И мой фаворит – Министерство экономики Азербайджана. Ощущение, будто ребенок взял лего и просто соединил одинаковые детали друг с другом. Под одним углом стало похоже на елку или открывашку, а под другим на идеальный шампур шашлыка. Из-за того, что блоки немного повернуты, здание с каждой стороны выглядит по-особенному. Соседняя высотка тоже относится к Министерству экономики. За счет смещения каждого этажа здание делает поворот на 90 градусов. А первый этаж построен в форме карты Азербайджана. Вот этот бассейн перед нами символизирует Каспийское море. И если все эти высотки могут вас не особенно впечатлить, все-таки это дело вкуса, то вот проехав немного дальше, вы окажетесь у самого красивого современного здания Баку. А возможно, и всего мира. И я сейчас не шучу. Это проект, созданный ирако-британским архитектором Заха Хадид. Если вы даже не слышали ее имя, то наверняка видели фотографии ее творений. Центр водных видов спорта в Лондоне, оперный театр в Гуанчжоу, и посмотрите, как он выглядит внутри. Потом аэропорт в Пекине в виде шестиконечной звезды, а еще музей искусств в Риме. И вот в 2007 году был разработан проект культурного центра в Баку. На месте огромного завода появилось здание, в котором практически отсутствуют прямые линии, волнообразное устремление ввысь и при этом плавное слияние с землей. Из-за того, что проект находится отдельно от всех построек, его можно бесконечно рассматривать со всех сторон. И, как вы понимаете, каждый ракурс будет иметь уникальный рисунок. Заха Хадид, занимаясь проектом культурного центра, уже являлась мировой звездой. В 2004 году она получила Притцкеровскую премию. Это аналог Нобелевки в архитектуре. И вот спустя 10 лет Заха Хадид вместе с жителями Баку праздновала очередную победу. Культурный центр был признан лучшим зданием мира и удостоен премии «Дизайн года». И вы представляете, в дни, когда мы приехали в Баку, здесь идут ремонтные работы, и поэтому весь комплекс огорожен забором. Поэтому, к сожалению, красиво снять с внешней стороны у нас не получается. Но здание не признали бы лучшим в мире, если бы оно не было потрясающим внутри. Нам с вами можно купить базовый билет за 15 манатов, чтобы увидеть основные экспозиции. А за дополнительные 10 манатов есть возможность спуститься на минус 3-й этаж, чтобы оказаться на огромной автомобильной выставке. И посмотрите, как просто, а при этом как эффектно выглядит первая композиция, которую вы встречаете, заходя в центр. Как видите, это совершенно невесомая ткань, цвета национального флага Азербайджана развивается в воздухе из-за непрерывного потока ветра из этого черного круга. И здесь можно провести много аналогий, каких-то смыслов найти. Во-первых, Баку — это город ветров, и, возможно, именно это здесь изображено. Во-вторых, если мы посмотрим, особенно издалека, то узнаем пламя огня. Опять же, Баку — это город огня. Ну и, конечно же, да, цвета национального флага и узоры традиционные, которые изображены на этой ткани. Как просто и как эффектно может выглядеть современное искусство.
Кажется, это одна из самых стильных скамеек из всех, что я видел. Правда, и одна из самых неудобных. — 45 проектов главных зданий Баку. Кстати, большинство из них мы с вами сегодня увидим. Мне кажется, это отличное место для того, чтобы начинать знакомство с городом. Потому что, погуляв по этой выставке, у вас наверняка появятся новые цели в Баку. Но давайте не отвлекаться. Нам с вами нужно посмотреть все этажи с постоянными и временными экспозициями. Здесь рассказ про азербайджанскую кухню, музыкальные инструменты, национальные костюмы, а также про историю и современный путь развития страны. И все же, несмотря на все эти экспозиции, на мой взгляд, в это место стоит прийти прежде всего ради самого проекта, чтобы оказаться и увидеть, как это выглядит изнутри. Потому что если вы приглядитесь, то увидите, что здесь нет ни одной прямой линии, ни одного ровного угла. Вот исключение только здесь небольшая конструкция, которая, по моим ощущениям, появилась здесь чуть позже. Изначально ее не было в проекте. И вот правда, вы смотрите на эти экспозиции, на предметы искусства, а затем выходите на одну из таких террас, и перед вами открывается, на мой взгляд, нечто еще более поражающее. Панорамные окна, только белый цвет, стильная подсветка и невероятные формы здания. А сооружение, которое я только что упоминал, это выставка коврового искусства. Для Азербайджана это очень важная часть культуры. В самом центре города есть даже целый музей, посвященный истории ковроткачества. Там можно увидеть уникальные старинные экземпляры. Но про тот музей мы еще поговорим отдельно. Этот вид на старый, да и на новый город, и в особенности эта лестница, на мой взгляд, самое яркое место проекта. Потому что если присмотритесь, то увидите, что лестница плавно переходит уже в потолок и затем вновь в стену. И то же самое, симметричная история и на улице. К сожалению, мы ее сегодня с вами не увидим из-за ремонтных работ, но там тоже потолок, затем стена и затем уже пространство, по которому ходят люди. То есть полное слияние и внутри, и снаружи. И это выглядит просто невероятно. Здесь получаются шикарные съемки, здесь все делают фото. Ну и правда, понятно почему. Для меня проект культурного центра — это лучшее современное здание Баку. Да, конечно, есть вопросы по качеству материалов или монтажа. Все же с момента постройки прошло лишь 13 лет, и уже требуются масштабные ремонтные работы. Причем как снаружи, как видите, вообще все перекопано, так и внутри, по-видимому, тоже скоро начнутся. Но, наверное, это не так уж и страшно. В любом случае, центр Алиева уже давно стал символом города и даже получил свое место на банкноте азербайджанской валюты. И если внимательно посмотрите на азербайджанские купюры, то, вероятно, о нем кое-что напомнят. Ну вот посмотрите, на что это похоже. Я думаю, не так очевидно, но на евро. Во-первых, их рисовал один и тот же дизайнер. А во-вторых, в смысловом наполнении тоже есть параллели. С одной стороны карта Азербайджана, с другой стороны карта Евросоюза. Потом, если евро, все купюры связаны архитектурными стилями, от античности до современности, то у манатов тоже есть своя такая смысловая связка. Ну, смотрите, единичка — это музыка и культура, а затем пятерка — это литература, десятка — это традиции и символическая историческая карта Баку, ну и двадцатка — это у нас внешняя политика. И что интересно, эти купюры, то есть манаты, вообще не дешевеют относительно доллара с 2017 года. То есть уже сколько? 8 лет получается. Вот посмотрите на этот график. 15-16 год был обвал, да, но затем непрерывный, если не рост относительно доллара, то стабильность. И, согласитесь, немногие валюты эти могут похвастаться. И это как раз и делает экономику стабильной и позволяет инвестировать огромные деньги в современные здания. И главная этому причина прямо перед нами. Это природный вечный огонь, о котором писал еще Марко Поло в 13 веке. Им же восхищался Александр Дюма. Дело в том, что полуостров, на котором находится Баку, это сосредоточение углеводородов. И главное богатство Азербайджана – это нефть и газ. Мы оказались в окрестностях Баку у горы Янардак. Здесь происходит утечка горючего газа, из-за которого горение не прекращается около 4000 лет.
Наиболее вероятно, возгорание произошло из-за удара молнии в участок, насыщенный газом. Такой природный феномен на протяжении тысячелетий притягивал к себе огнепоклонников из разных восточных стран. Зороастрийцы возводили здесь свои храмы и занимались паломничеством. Собственно, до сих пор Азербайджан называют «страной огней», а на гербе Баку изображены 3 золотых факела. Вы просто не представляете, как здесь жарко, потому что сегодня 36 градусов, палящее солнце, и при этом от огня идет очень мощный жар. Как видите, пламя здесь гигантское. Поэтому все люди, которые сегодня все-таки приехали, сидят сейчас под кондиционерами и смотрят через панорамные стекла на вечный огонь. Потому что, правда, здесь, по-моему, даже тяжелее находиться, чем просто в сауне. Вот здесь 5 минут невозможно стоять. В это место можно легко добраться на такси или на арендованной машине. Если у вас есть желание поездить по окрестностям Баку или отправиться в путешествие на автомобиле, то знайте, что в Азербайджане с этим тоже нет никаких проблем. Цены довольно низкие и есть проверенные компании, которым можно доверять. В описании оставлю ссылку для бронирования машины. Ну а сейчас давайте окунемся в мир черного золота. Во время, когда Баку из совсем небольшого города превращался в настоящего промышленного гиганта. Речь про нефтяной бум второй половины 19 века. В 1847 году в Баку пробурена первая промышленная нефтяная скважина. В 1959-м строится первый нефтеперегонный завод. В 1963-м Меликов открывает первый керосиновый завод. И далее, спустя 10 лет, здесь участки начинают скупать крупные иностранные инвесторы. И здесь наступает время Нобелей. Мы с вами как раз на территории, которая когда-то принадлежала этому богатейшему семейству. И сейчас это место называется Вилла Петролия. И, конечно, вы знаете про Альфреда Нобеля, учредителя самой престижной научной премии. И, возможно, ничего не слышали про Людвига и Роберта Нобелей. И вот знаете, если Альфред был великим изобретателем химии, то Людвиг и Роберт были, правда, такими же, столь же великими изобретателями в бизнесе. А начинается все так. Роберт Нобель путешествует по югу Российской империи в поисках орехового дерева для своего оружейного завода. Совершенно случайно оказывается в Баку и видит то, что здесь во весь рост идет нефтяной промысел, покупает себе нефтеперегонный завод и еще пару нефтяных участков. Но Людвиг Нобель смотрит на эту идею со скепсисом, не верит в то, что здесь можно сделать какие-то большие деньги. И, в общем, поначалу инвестиций нет. Но здесь вступает в игру Альфред Нобель, который, находясь в Париже, замечает, что в бизнес-кругах всерьез обсуждают бакинскую нефть. И более того, Ротшильды думают о том, чтобы монополизировать рынок и вытеснить всех конкурентов, включая уже Нобелей. И Альфред понимает, что если Ротшильды куда-то хотят вкладываться, то это сулит хорошими инвестициями. Именно с тех пор Нобели начинают вкладывать огромные деньги в бакинскую нефть. Именно тогда они основывают свою нефтяную компанию, сокращенно Бранобель. Здесь вы видите полное название. И с тех пор начинается по-настоящему славная история Нобелей в Баку. Они были большими изобретателями, и первое, что они сделали, это начали добывать нефть не как здесь было принято из колодца с помощью рычага, а с помощью насоса. Кроме того, в 1878 году первыми в Российской империи создали нефтепровод с паровым насосом. И все здорово, добыли нефть, но нужно еще ее как-то поставить в Астрахань и далее по Волге. И здесь у Нобелей вновь изобретение, и, кстати, все в том же 1878 году. Они изобретают первый нефтеналивной танкер. Изобретают его в Гетеборге, в Швеции, в строжайшей секретности, доставляют его сюда, и используют по назначению. И, кстати, название этого танкера Зороастр. И, как вы понимаете, да, это связано с зороастризмом, с огнепоклонничеством, потому что считается, что как минимум Людвиг Нобель был сторонником этой теории. И достаточно посмотреть на герб про Нобель, там изображен храм огнепоклонников. И знаете, если бы я получал такие же деньги от углеводородов, я тоже нет-нет, но поклонялся бы пламени. В 1883 году Ротшильды вместе с братьями Нобель инвестировали в строительство железной дороги до Батуми. И с тех пор в бакинской нефти открылись новые западные рынки. Бранобель до 1918 года была самой крупной нефтепромышленной фирмой в Российской империи. По сути, это была первая компания, которая занималась всеми процессами самостоятельно.
поиск и разведка месторождений нефти, бурение и разработка, а также переработка, транспортировка и продажа нефтепродуктов. К 1913 году в компании трудилось более 30 тысяч человек, и большая часть сотрудников жила на территории Нобелей, потому что семья построила не только себе резиденцию, но и целый поселок для рабочих. К сожалению, поселок не сохранился. Зато до наших дней дошел парк, который в последние годы стал выглядеть особенно здорово. Вообще трудно представить себе более сложные условия для создания парка. Потому что если посмотрите со спутника, ну или если будете подлетать в Баку, то увидите, что город находится на территории полупустыни. И в радиусе 150 километров нет вообще ни одного дерева, никакой зелени. Кстати, то же самое относится и к Баку до 19 века. В городе буквально не было деревьев и никакой зелени. Страшная жара, солнце, мало осадков. И кроме того, здесь почва пропитана нефтью и огромные проблемы с пресной чистой водой. Но семья Нобелей решала и более сложные задачи. Для создания парка были приглашены лучшие садоводы из Европы. Чтобы решить проблему с непригодной почвой, землю завозили баржами из Ленкоранского ущелья. Вопрос с водой решили оригинально. Корабли огружали нефть в Астрахани, а обратно наполнялись пресной водой. Посадочный материал доставлялся из субтропиков – Тифлис, Батуми, Ленкорань, а также европейские города. Всего было посажено около 80 тысяч растений. И пусть современный парк отличается от оригинала, все же очень советую оказаться в этом месте. Уверен, получите огромное наслаждение и заодно, посетив виллу, вспомните про историю нефтедобычи. Как вы понимаете, нефтью занимались далеко не только Нобели. В городе проживало много богатых людей, желающих построить себе дворцы на европейский манер. Вот, например, здание, построенное на деньги бакинского миллионера Мусы Нагиева. Однажды купил небольшой нефтяной участок, нанял специалистов и так устроил дело, что через 20 лет стал одним из самых богатых людей города. Нагиев, как и многие состоятельные люди, тратил большие деньги на благотворительность. Это и создание школы, училища, больницы и даже постройка водопровода. И более того, это здание тоже было построено не для личных нужд, а для благотворительного общества. Вот только повод для строительства был ужасно грустный. Дело в том, что в возрасте всего-навсего 27 лет умер его единственный наследник, сын от туберкулеза. И случилось это в 1902 году. И в память о нем Нагиев решил построить самое красивое здание города. Другая работа Юсефа Плошка и вновь готика – это Дворец счастья. Заказчик Муртуза Мухтаров. Он сделал состояние не на самой нефти, а на производстве оборудования для ее добычи. А история у этого здания очень романтичная. Мухтаров со своей супругой путешествовал по Европе. И в какой-то момент жена обратила внимание на один дворец и воскликнула: «Боже, как красиво! Наверняка в этом дворце живут счастливые люди». Мухтаров это запомнил, вернулся в Баку и отдал приказ о строительстве ровно такого же здания, точь-в-точь. И вы только представьте, его построили всего-навсего за 1 год, с 1911 по 1912. Считается, что оригинал находился в Берлине, но, к сожалению, здание было разрушено в годы Второй мировой войны, поэтому теперь это единственный сохранившийся проект. И что важно и что интересно, в этом здании сейчас находится ЗАГС, поэтому здание полностью оправдывает свое название «Дворец счастья». А теперь видите это здание с часовой башней. Это тоже проект Юзефа Плошка, только на сей раз уже не готика, а скорее эклектика. Он был построен по заказу братьев Тагиевых, торговцев, меценатов, сделавших свое состояние на торговле нефтью. В наши дни это здание называют домом Ландау, потому что до 1924 года великий физик, лауреат Нобелевской премии, жил именно в этом доме, на 3-м этаже. Разумеется, в Баку есть еще множество интересных зданий. Это и проект местной мэрии, явно вдохновленный парижскими дворцами, или местная опера, тоже очень похожая на проект казино Монте-Карло, и еще куча других зданий.
Первые упоминания о Баку встречаются еще у античных авторов I века. Город всегда имел выгодное торговое расположение. В XI веке морской порт был частью государства Ширваншахов со столицей в городе Шемахы. Но в XII веке там произошло сильное землетрясение, и правители перевезли свою резиденцию в Баку. Сегодня дворец Ширваншахов – это одна из главных точек притяжения. Ансамбль состоит из усыпальницы, дворцовой мечети, бани, ханских садов и дворца. Посещение платное, 15 манатов за вход и 20 за экскурсию. А вот что совершенно бесценно – это прогулка по лабиринту узких улиц. Количество точек для фото и колоритных объектов здесь просто зашкаливает. Посмотрите, какие шикарные двери. Мне кажется, здесь могут получаться просто идеальные фотографии. И вообще этот кремовый цвет, этот оттенок, он идеально сочетается с любым контрастным цветом. Зеленым, синим, коричневым. Мне кажется, оттого эти балкончики так умилительно выглядят, потому что, ну, правда, этот кремовый оттенок и с черной решеткой, вы тоже посмотрите, как это здорово. И вот я вам хочу показать эту вывеску. Я понимаю, что, скорее всего, она сделана не так давно. Они по всему району такие расставлены. Но согласитесь, насколько, опять же, это меняет восприятие. Да, возможно, это наигранная старина, но все-таки очень сильно дополняет картинку. И представьте, если бы здесь были современные вывески, ну, совершенно не так бы это смотрелось. И другой момент тоже очень интересный. Мы с вами сейчас повернем направо, затем снова направо. И здесь практически нет ни одной прямой улицы. Как считается, как минимум есть такая версия, что все эти улицы проектировались таким образом, чтобы уменьшить влияние ветра. Как вы знаете, в Баку есть практически постоянный северный ветер и южный. И в целом Баку часто называют городом ветров. И вот пытались, создавая эти улицы, как-то нивелировать влияние ветра. С другой стороны, мне кажется, это не очень состоятельная версия, потому что, а где вы вообще видели средневековый город с прямыми улицами? То есть это классика, хаотическая застройка, поэтому я думаю, что скорее это неправда. Хотя встречал такие версии, читал, готовясь к выпуску, поэтому вполне возможно, что все-таки частично это и правда. И вот сейчас вы видите здания, такие в идеальном состоянии находящиеся. Это результат реставрации последних десятилетий. Все же лет еще, наверное, 15-20 назад, особенно 30, это совершенно по-другому выглядело. И многие радуются, разумеется, это выглядит очень красиво, но некоторые печалятся от того, что налет такой благородной старины, к сожалению, исчез. А так, конечно, это идеальные декорации для съемок фильмов. И, может быть, сейчас чуть-чуть шарм ушел из этой реставрации, но все же, вот я думаю, что знатоки, как минимум советского кино, сейчас вспомнят и узнают именно это место в Баку. Здесь, конечно, много подсказок, но, может быть, вы их сейчас и не видите. Как вы думаете, какую легендарную сцену здесь снимали? Ну, давайте я вам приближу, вы сейчас увидите бриллиантовые туры, аптека, ну-ка. Да, все верно, именно здесь снимали тот самый сюжет из фильма «Бриллиантовая рука» 1968 года. Серьезно, именно здесь те контрабандисты проворачивали свою махинацию с бриллиантами. И вот сегодня можно просто гулять здесь. И, что важно, даже зайти можно и в помещение, где, собственно, делали операцию. Более того, рядышком есть и тематическое кафе. Поэтому, ну вот, если вы поклонник этого кино, кстати, как и я, то обязательно заходите, делайте фото, а потом заходите вот в такие маленькие улочки. Как мне кажется, здесь, совершенно особенный шарм. Здесь, конечно, слева надписи, это не очень приятно, такой небольшой вандализм, но вот как видите, сушится белье, а это значит, здесь живут люди. Прямо здесь сейчас, правда, проживают люди. Это не только отели, кафе, бутики, а сами бакинцы здесь проживают. Вот ему яркое подтверждение. И это, конечно, потрясающе. Но не только бакинцы, но еще и огромное количество котов. Вот один из представителей прямо по курсу. Во-первых, известно, что высота 28 метров. Уже неплохо. Мы знаем, что есть источник пресной воды. Кроме того, есть еще и источник газового месторождения прямо под башней. Ученые предполагают, что начало строительства башни относится к XII веку.
Но это не точно. А вот что касается ее предназначения, то наиболее вероятно, она служила в качестве пассивной обороны. То есть идеальное укрытие, чтобы переждать угрозу. Есть вода, газ, толстые стены и запас продовольствия в подземелье. Вполне можно продержаться какое-то время. И, как я уже сказал, раньше внутренний город выходил прямо к Каспийскому морю. Сейчас же расстояние составляет около 250 метров. Начинаем движение к воде и сразу же упираемся в главную проблему современного Баку. А именно машины. Потому что сегодня Баку — это прежде всего город для автомобилей. Азербайджан был частью Советского Союза, где личный транспорт — это невероятная роскошь и редкость. Добавим сюда любовь азербайджанцев, в принципе, к личному транспорту, к машинам и к очень быстрой езде. Можно расширять улицы, создавать еще одни полосы, но рано или поздно машин станет больше, чем город может переварить. Из хорошего, судя по последним изменениям, власти города тоже это понимают и начинают менять ситуацию. В некоторых местах появляются велодорожки. Пусть их мало, пусть многие из них не связаны друг с другом, но все же есть и вот такие хорошие примеры, где все сделано по уму. Во-вторых, появляются выделенные полосы для общественного транспорта. И, что важно, очень сильно выросли штрафы за выезд на эти полосы для обычных автомобилей. А пока, пожалуй, самое яркое изменение — это станция 28 мая. И вы только представьте, озеленение, очень красивый дизайн, лавочки. И, кстати, что важно, отменили движение личного транспорта, то есть на автомобилях сюда не подъехать, только автобусы очень четкие, парковки, стоянки с навесами. И все это выглядит, правда, очень красиво. И часто из-за пробок на метро можно перемещаться гораздо быстрее. Желаете увидеть старый город и зеленую зону у крепостных стен, выбираете станцию Ичери-Шехер. Хотите местной экзотики? Станция Низами. И перед вами район Кубинка. Такие настоящие азербайджанские фавелы. С первого взгляда видно, что это уникальная застройка для Баку. Название «Белый город» очень символично. Раньше весь Баку, и в особенности этот район, называли «черным городом» из-за добычи нефти и плохой экологической обстановки. Работы ведутся с 2011 года и продолжаются до сих пор. По проекту здесь должно быть создано 10 жилых районов. То, что мы с вами видим, это здание на французский и британский манер. Как я уже показывал в начале ролика, если не знать, где проводится съемка, то кадры из Баку и Парижа не так уж и просто отличить. И посмотрите, сделана даже имитация труб на крыше, озеленение точь-в-точь как в Париже, классические цвета и формы зданий. Как видите, даже таблички тоже очень похожи на парижские, но такие используются сейчас по всему городу. Разумеется, многие критикуют такую застройку, ведь у Баку есть своя богатая история, свой архитектурный стиль, и полное копирование чужих образов — это очень спорное решение. Некоторым это кажется наигранным, ненастоящим, странным и недостойным столицы.